ответчиком в суде. И ты в том числе. За провокацию и нарушение общественного порядка. Понятно? Девушка, отъезжайте. Я руководитель. Фамилия, имя, отчество. А вы мне свою сказали фамилию? Подождите, вы сейчас представляете общественную организацию? Девушка, вы отъезжаете? Девушка, вы отъезжаете? Ну, детеныш, давай. Потом возмещение морального вреда материального будет за тобой. Понятно? Не будет никакого Хорошо, можете написать штраф. Будете перепарковывать свой автомобиль? Не побудьте, Я пожалуйста, еще на раз камеру. говорю, дети. Сейчас вызываем милицию, будем Вызывайте. разбираться. А почему вы голословно об этом заявляете? Вы возьмите и вызовите. Вызовите, возьмите и вызовите. Клей наклейку, машина не перепаркована. Клей. Кто не хочет? Говно малыш. Надо толкаться. Да, а вот это вот сейчас вызываем милицию. Отлично. Только машина перемаркована. Стойте здесь. Веселуха началась. Камеру поставить, чтобы не да. Чтоб никуда не уходили. Нет, так мы здесь. Отлично, я вам сказала. А что вы нам угрожаете? Вы кто? Вы судья? Чтобы принимать какие-то процессуальные решения. Ребенок процессуальные решения будет принимать суд. И вот это будет ответчиком в суде. И ты в том числе. За провокацию и нарушение общественного порядка. Понятно? Да, вызывайте. Я думаю, что вы вызовете сюда сотрудников ГИБДД, чтобы на вас оставили штраф. За то, что вы двигались по тротуару. Только на лобовое. Сейчас вызови, пожалуйста, сотрудников ГИБДД. Или на 112 странице. Ребенок, камеру Он выключи. будет снимать. Ты не понимаешь, что это защита вообще, это персональный право снимать. Конституция Российской Федерации. И я, и он, как гражданин Российской Федерации, имеет право добывать информацию любым законным способом. Статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не разрешает, не запрещает вам противодействовать нашему... Да ладно. Нашей съемки. Третье. Будьте добры, мне необходимо к банку РНКБ вызвать наряд милиции. А здесь группа молодых людей нарушает общественный порядок. Мне обклеили лобовое стекло машины, чем причинили существенный материальный вред. Сейчас будет вторая, если не перепарковать. Да. Будьте добры. Да. Здравствуйте, а можно нам инспектора ДПС на банк? Водитель вот отъезжать не хочет. А мы ничего сделать не можем. Пусть проедет на парковку. На парковку проедет. Они мне не дают на парковку. Там парковка. Пойди в банк и спроси там. Вы знаете дорожный знак? Он установлен пешеходная зона. Дорожный знак пешеходная зона. Машину. Мы ему не клеили. Там парковка банка. Где парковка банка? Вот, Нету за. там парковки банка. Пойди спроси. Парковка, я не буду никуда пойти спрашивать. Я с вами на вы разговариваю, а не на ты. Я вам еще раз говорю, вот едете до перекрестка, поворачивайте направо, еще раз направо, паркуйтесь на институте. Ради бога, музыкальное училище для вас, для банка сделали там парковку. Пожалуйста, паркуйтесь, паркуйтесь. Чего ты трукаешь? Вот ты трукаешь. Паркуйтесь, да. Ну иди сюда, пошли. Пойдем, друг. Идем. Тогда следи за разговором за своим, понял? Они говорят, что я имею право проехать на... Сними номер машины. Говорит, мы нанесли моральный вред. Хотя не оскорбляли, ничего, есть все видеозаписи. Вы не вызывали? Да, а и сейчас. Хотели бы вас тоже. Паспорт, так есть. Сейчас. Нарушитель не скрылся по приезду.
Если девушка холодно, нарушает право. За что она уже заставляет? Они сказали, Но меня не пропускают. Мне отели, мне лобовое стекло, машина сейчас не может эксплуатироваться, потому что у меня ограниченная обзорность. Молодые люди кидаются на машину сзади, спереди, мешают проехать на парковочную стоянку. здесь знак зоны пешеходного. Новый знак. Надо правильно изучать. Вот организация официальная. Вот на Нет, организацию. не организация помешала, а конкретные люди. Конкретные люди? Да. Конкретные В частности, люди работают вот, от организации. Я прошу правильно? установить личность вот этого человека, который берет ответственность за это. Основание. Вы хотите мне заявление Да. написать? Пишите. Если сотрудник ППС мне скажет, я дам. Девушка ничего давать не будет. Мне организация не интересна, не знаю, что это. Что? Я говорю, как организацию, я не знаю. Конкретно вот этот молодой человек, конкретно вот этот молодой человек, конкретно вот этот молодой человек. 3, да? Нет. Их 6. Девушка. Максим, иди сюда, на тебя заявление пишет. А вот я клеил. Они снимают наши действия. Девушка, В случае, позволите, я заполню заявление. забыли вот еще молодые товарищи. А второй, подожди, вот тут у наших граждан, у жителей дома. Подойдите, пожалуйста. Или оставьте координаты, куда можно обратиться. По поводу того, что у тебя в этом доме выйти с двумя детьми, я просто не могу вот дойти до речки, чтобы с ними прогуляться. Мне в спину сигналят машины. Навстречу едут машины. И таких мам с детьми здесь очень много. Здесь что у нас? Не тротуар? Вы объясните просто. Чтобы мы понимали. Так вы объясните водителю, вот который на той машине заехал. И парковки нет. Потому что там стоит знак внизу. пешеходная зона. Там стоит пешеходная зона. Вот, знак пешеходная зона. Правильно. А там Это тротуар. Заезд на РНТБ, да. Через светофор направо, 100 метров направо. Я уже устал это объяснять, Пойдемте, честно. пожалуйста, посмотрим. Кого смотреть? То, что там валом машин на РНКБ есть парковочном зоне. размещение для машин. Есть заезд нормальный. Музучилище вам выделило 50 парковочных мест. Есть места. Просто вы не хотите туда ехать. Вот и все. Ну, вы с той стороны можете спокойненько заехать. Нет, я сюда никак не заеду. А знак? Там есть ограничения. Здесь знак действительно пешеходный. Как я могу сюда заехать? Нет, здесь парковки Значит, нет. если нет знака, нет Здесь парковки. пешеходная зона, знак, да? И действие ее где распространяется? На какую зону? На пешеходную. Нет, Ну, на но начало есть знак, начало, начало есть всё написано, конец. знака Где? Вот начало, видите? Где заканчивается? Заканчивается в конце парка с той стороны. На улице Шмидта, да. Но это зона Шмидта для другой зоны. Нет, не может быть. Представьте себе. Я не в курсе. Как это для другой? Потому что Это вот- общий парк идет. Там установлен с той стороны знак наш. С той стороны знак В здесь. РНКБ мы сейчас берем размещение схемы, потому что любое... А при чем тут РНКБ? Есть при схема том, что у городская. них есть, вот в том-то и дело. В том-то и дело. Любое коммерческое заведение имеет свою Должно дорожную... иметь. Поэтому Должно предлагаю иметь. сделать запрос на наличие Давайте- паркоместа в РНКБ. Материал. Пойдемте. Но дело в том, что поймите правильно, в любом случае здесь пешеходная зона, здесь тротуар, люди ходят по нему, вы едете. Вы знаете, мы даже если сейчас напишем протокол, мы, естественно, напишем, потому что вот этих детей я буду привлекать к ответственности. Потому что, во-первых, быть таким молодым и таким глупым, это очень плохо. А оскорблять? Это оскорбление? Глупый – это твое Оскорблять не надо? призвание. Оскорблять, пожалуйста. Перестань. IQ ваше не видно на лицо. Представляю. За что критиковали Льва Николаевича Гумилева? За пассионарную теорию этногенеза. Не подглядывайте. Да, нет.
Добрый вечер, дорогие подписчики. Сегодня в городе Симферополе проводился очередной рейд Стопхама. Хочу показать вам, что у нас чисто и порядок. Машин на тротуарах у нас нет. Хочу напомнить, что с 1 ноября 2016 года в эксплуатацию введены эвакуаторы. Мы благодарим администрацию города Симферополя во главе Геннадия Сергеевича Бахарева. Просим водителей, пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения, паркуйте свои машины правильно, все будет нормально. Удачи вам, любви, терпения. До свидания. Не спешите выключать наши видео. Здесь вы можете посмотреть 2 предыдущих наших ролика. Здесь все наши контакты, ссылки в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока.